Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для близнецов. На колоде Таро посмотрим, что ждет основные события недели. И на колодах Ленорман посмотрим, что будет происходить в отношениях, в работе, финансах. И совет посмотрим на неделю. Давайте сначала основные события посмотрим для близнецов. Выпадает карта Башня. Достанем 3 карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера и для тех, кто в ссоре. На работу 3 карты для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу и для тех, у кого свое дело. Теперь финансы. Одна карта на финансы и карта совет. Посмотрим сначала основные события. Выпадает карта Башня для близнецов. Эта карта может проигрываться просто как вопросы, связанные с недвижимостью. То есть напрямую можем смысл смотреть. Могут решаться вопросы покупки, продажи недвижимости, могут касаться вопросы ремонта. Также карта говорит о том, что могут возникать вопросы со здоровьем, вопросы тела. Допустим, кто-то начнет диету, начнет сбрасывать лишние килограммы. Кто-то будет решать вопросы с какими-то критическими состояниями здоровья, то есть здесь действительно уходит все лишнее и будет исцеление. Также карта говорит о том, что неплохо было бы очистить пространство, то есть, может быть, разобраться в документах каких-то, если, допустим, какие-то сроки прошли, нужно возобновить, подписать какие-то важные документы, чтобы не подставлять себя под закон. Также карта говорит о том, что нужно еще заниматься вопросами личностного развития. Может быть, где-то в отношениях мы слишком себя превозносим, ставим на первое место и ущемляем интересы другого человека, нашего партнера. Тогда тоже здесь могут быть какие-то события не очень приятные, которые укажут нам на это, укажут на то, что мы ошибаемся, когда ставим себя выше других людей. А может быть, на этой неделе произойдут какие-то события, которые позволят начать что-то новое. Для кого-то это будет начало строительства нового проекта какого-то. То есть, может быть, это даже и дом. Может быть, будут какие-то документы согласовываться на постройку дома, либо на покупку земли и так далее. А может быть, здесь, конечно, все что угодно, связанное с государственными какими-то структурами, с чиновничеством и так далее. То есть здесь может очень много таких событий быть, которые выбивают, может быть, из колеи, но на самом деле карта очень хорошая. Ничего нужного от нас не уйдет в это время, уходит только то, что лишнее, только то, что мешает нам в вопросах деятельности, в отношениях, в плане саморазвития и так далее, и так далее. То есть карта, конечно, критическая, карта каких-то неожиданных, возможно, событий, но в то же время мы знаем, что все к лучшему. Давайте теперь посмотрим, что ждет близнецов в отношениях. Для тех, кто в паре, выпадает карта Клевер. И карта говорит о том, что нужно подумать о том, как быть полезным для своего партнера, как быть в хороших отношениях, как уметь договариваться. Здесь также могут быть важными вопросы питания, может быть, будете решать вопросы правильного питания, может быть, нужно какое-то особое питание для вашего партнера. Кроме того, могут решаться вопросы красоты. Может быть, вы будете создавать в своем жилище какой-то уют, что-то покупать для дома. Может быть, будете что-то менять в своем облике, в своей внешности. Также карта говорит о том, что могут разрешаться какие-то очень застарелые ситуации, которые никак не решались. Допустим, вы не могли договориться по какой-то теме, есть возможность. Либо, допустим, у вас
были какие-то сложности во взаимоотношениях, и на этой неделе они могут решаться, как бы сами собой будут складываться такие обстоятельства, когда вы просто вот сможете легко выйти из этого положения. Вот просто решается, как будто бы и не было ничего, никаких сложностей, вопросов. Кроме того, могут возникать вопросы, связанные с детьми, там, зачатие и так далее. То есть нужно ли вам вообще иметь детей, хотите ли вы это, может быть, разговоры на эту тему. Также могут разговоры касаться денег. Вот, допустим, будете говорить о том, что вам, допустим, деньги нужны не только на что-то необходимое, да, а вот там на красоту, на одежду, на мебель, на что-то в дом и так далее. То есть здесь вот можете обсуждать эти вопросы. В принципе, карта очень благополучная, говорит о том, что вообще легко вам будет общаться. Вы будете радоваться тому, что вы вообще рядом друг с другом находитесь. И все будет очень как бы легко, благополучно проходить в паре. Для тех близнецов, которые ищут партнера, выпадает карта Крест. И она говорит о том, что можно встретить человека по судьбе, который предназначен нам. Карта говорит о том, что пришло время, да, и обращает наше внимание на то, что мы привлечем человека ровно такого, какие сами, то есть по своему подобию. Здесь вот у нас крест – это как изображение человека, да, когда у нас пересекается мир духовный и мир материальный, и вот как раз точка пересечения – это и есть сам человек, да, то есть действительно человек нам может быть послан судьбой, и какой он придет, это как раз вот наше отражение. Также карта говорит о том, что, может быть, придется принимать какое-то важное решение в отношениях, да, может быть, вы недавно только закончили отношения и совершенно не хотели бы начинать новые, но вот по судьбе почему-то все равно у вас может быть такая встреча, либо вы можете отказаться совершенно от каких-то отношений на какое-то время, да, то есть крест может говорить и об этом тоже. Теперь для тех близнецов, которые в ссоре, выпадает карта дерева. Причем дерево в этой колоде изображено в зимнее время, нет листвы, да, все заморожено, и кажется, что ничего поправить нельзя. На самом деле просто не время еще. Может быть, вы еще не осознали то, что произошло. Может быть, нужно просто дать возможность подумать каждому, да, побыть в одиночестве, осознать, насколько необходимы вы друг другу. Нужно ли вам быть вместе, а если нужно, что нужно менять в себе в отношениях для того, чтобы действительно ваши отношения перешли на новый уровень, чтобы они вас радовали, чтобы вам хотелось в них находиться. То есть здесь вот такие вопросы смысла, да, вопросы, когда нужно действительно отдохнуть, набраться сил и так далее. Вот, кстати, карта башня, она тоже может об этом же самом говорить, да, что вам действительно нужно многое осознать. Может быть, действительно много лишнего, что мешает отношениям, и оно уйдет. И вы сможете тогда действительно продолжить отношения на новом уровне, уже с полным пониманием друг друга. Теперь посмотрим, что ждет близнецов, которые уже работают по найму. Здесь у нас карта сад, и она говорит о том, что будут действительно возможности для того, чтобы комфортно очень себя чувствовать на рабочем месте. Да. Здесь сад может быть олицетворением изобилия дел, да, очень многое, большое количество дел, клиентов, может, в общем, все как бы закручивать вас в своем водовороте, и вам будет хотеться вот просто отдохнуть, выспаться и так далее. То есть будет очень много, скорее всего, суеты, очень много общения и так далее. Но в то же время вот эта неделя, она открывает новые возможности. Если вы справитесь с порученным каким-то делом, либо справитесь с тем количеством навалившихся дел, у вас будет возможность действительно в будущем подняться на какой-то более высокий уровень. То есть эта неделя, она много значит. Можно какие-то связи новые организовать, можно утвердиться как профессионал вот в этом качестве, да? Можно настроить работу так,
чтобы вот как можно больше успевать и при этом меньше уставать. То есть, ну, действительно, вот здесь вот вопросы такого общения избыточного, да, вопросы как большого количества дел, их можно урегулировать. И если это не сделать, то тогда вот большая усталость и нет возможности как бы выполнить все то, что необходимо. Ну, кроме того, от количества общения вашего зависит напрямую ваша востребованность как профессионала и ваша прибыль, ваш заработок. А для тех близнецов, которые ищут работу, выпадает карта «Корабль». И карта говорит о том, что, возможно, вам предложат работу, но только для этого придется, допустим, куда-то переехать. Либо, может быть, вам придет предложение о работе, но это будет, может быть, на какой-то срок отложено, может быть, нужно будет получить какую-то новую информацию, чему-то поучиться. Если, допустим, у вас деятельность связана с коммерцией, с торговлей, то это однозначно да. Причем это будет должность довольно-таки хорошая, да, значимое такое положение, когда и ответственность большая, но и хорошее вознаграждение тоже будет. Для тех близнецов, которые своим делом занимаются, выпадает карта «Коса», и карта говорит о том, что вы действительно можете на этой неделе пожинать плоды своих трудов. То, что вы раньше вложили, время прошло какое-то, пока вы набирались мастерства, пока вы как бы заканчивали какой-то проект, может быть, да, либо набирали определенное количество там клиентов и так далее. То есть вот это время, оно сейчас дает плоды. И вы действительно можете быть готовы к тому, чтобы получать, допустим, либо признание, либо какие-то дивиденды. В общем, что-то такое к вам приходит, ну, в том числе и деньги, конечно же, да, вот, но для вас здесь не деньги главное, да, а вот именно удовлетворение, что вы смогли, что вы добились. И вот нужно держать как бы наготове свои как бы инструменты, да, для того, чтобы все вот успеть убрать, скажем так, да, то есть, может быть, будет большое количество клиентов нужно, чтобы всем было уделено внимание и так далее. То есть здесь действительно есть прекрасная возможность получить результаты своего труда. Кроме того, у нас здесь пара, да, то есть не нужно забывать о том, что есть люди, с которыми вы можете поделиться ну, своей работой, да, чтобы не перегружать себя, это раз. А с другой стороны, нужно быть благодарным тому, кто вот вам помогал в то время, когда вы вот занимались своей деятельностью. Кроме того, коса говорит еще о том, что должны быть в порядке все документы обязательно. Документы, вот, по которым мы совершаем деятельность какой-то, занимаемся деятельностью. А теперь посмотрим, что финансы говорят для близнецов. То есть карта говорит о финансах. Здесь выпадает также карта «Сад». И она говорит о том, что от того, как мы будем общаться, от того, какие мы будем совершать, может быть, поездки по работе, да, будет зависеть наш доход. Это может быть доход через интернет, это может быть доход от клиентов довольно-таки крупных и постоянных, это может быть доход от новых абсолютно клиентов. Да. Здесь вот действительно может быть очень хорошая прибыль. Кроме того, карта говорит о том, что нужно искать новые источники дохода, нужно выходить на новый уровень, выходить за привычные рамки для того, чтобы увеличивались финансы. Если говорить о тех людях, которые вот на наемной работе, то здесь действительно может быть какая-то прибыль, может быть какое-то поощрение финансовое. Если даже вы не на этой неделе получите, то оно будет именно вот за это время, но будет включено, допустим, в вашу зарплату. Вообще карта «Сад», она связана с обществом, да, то есть чем больше охватываем мы людей своей деятельностью, тем больше у нас возможности заработать. Чем большему количеству людей мы помогаем своей деятельностью, своей услугой, тем больше возможности заработать. Теперь совет для близнецов: клевер.
Карта говорит о том, что нужно настраиваться на то, чтобы быть полезным. Нужно настраиваться на то, чтобы делать все, что в наших силах для того, чтобы вот все наши желания осуществлялись, да, это касается и профессионализма, это касается, может быть, нового какого-то обучения, финансов. Вообще карта Клевер – это карта возможностей, когда нам сама жизнь идет навстречу, когда наши желания, вот именно желания сердца, не те, которые навеяны другими людьми, а желания сердца осуществляются. То есть нужно прислушиваться именно к себе. Мое ли это желание? Как бы для себя ли я живу или в угоду кому-то? Вообще вот карта Клевер очень хорошая, она говорит о том, что может быть покровительство высших сил. Но так как это карта совета, значит нужно не забывать в сложные моменты обращаться к высшим силам, да, и как бы просить помочь решить какой-то вопрос, благодарить, если эта помощь приходит, да, то есть вот нужно не только на себя полагаться, нужно и включать как бы в свое мировоззрение, да, вот такую еще энергию, такую помощь. То есть это действительно может быть очень значимым на этой неделе. Вот обращение к высшей силе. Что еще можно сказать по этой карте? Карта говорит о том, что в отношениях нужно быть как можно проще. Не нужно стараться возвыситься над своим партнером. Не нужно проявлять какую-то излишнюю, может быть, властность, да, или ставить партнера в зависимость. Вот эта карта, кстати, тоже об этом. То есть как бы двойной такой идет посыл для близнецов, сделать так, чтобы всем было комфортно, уютно рядом с нами, да, чтобы не было желания кого-то там подмять под себя, да, как-то решить свои проблемы, вопросы за счет других людей. То есть вот это самое важное. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы все только самое лучшее сбывалось, чтобы вы справлялись со всем, что жизнь дает. Всего вам доброго, до новых встреч.